Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. И дата праздника выбрана не случайно. Именно 27 декабря в 1990 году на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Как прошел уходящий год в службе спасения республики, мы сегодня и поговорим с гостем студии Иннокентием Андросовым, начальником службы спасения Республики Саха. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Добрый день, Надежда. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Давайте подводить итоги, как прошел год в службе спасения. Спасибо. Ну, во-первых, я должен сегодня, поприветствовать спасателей, спасательный корпус республики и наших федеральных спасателей Днем спасателей Российской Федерации. Но если в этот день, как раз накануне Нового года проходит наш праздник, поэтому мы вообще-то 27-го всегда подводим наши итоги работы. Поэтому я хотел бы остановиться на некоторые цифры. Во-первых, у нас по итогам, на 27-е, у нас уже около 2000 донесений. Это если поделить на год сколько дней, это ежедневно 3-4 донесения, они приходят в нашей службе. И из них, каждое донесение – это судьба человека. Значит, что-то произошло где-то, это может быть ДТП, это может быть какие-то чрезвычайные ситуации, где, необходимо проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных работ. Поэтому пострадало, по нашим подсчетам, 1856 человек. Из них, мы спасли 1737 человек. Но, к сожалению, мы 101 человек нашли погибшими. Но это и в результате ДТП, в результате, водных чрезвычайных ситуаций, летнее время и так далее. Есть на воде водолазная работа, у нас мы выходили в течение 2024 года 90 раз. Пропали, в том числе, 12 человек по итогам года. Но ищем и не можем найти. Поиски людей, это в основном сборы дикорастущих, у нас было 57 раз. Хотя это не часто обсуждается, но вот такая работа идет. Кроме того, уходящий год были, знаменательные крупными происшествиями, чрезвычайными ситуациями природными. Это весенний паводок в Балёкминском, Намском районах во время весеннего половодья. Это и тушение лесных пожаров в летнее время. Поэтому на данную работу, конечно же, в первую очередь идут наши спасатели. И на природные чрезвычайные ситуации мы выходили 82 раза, техногенные 79 раз. Поэтому, если остановиться по цифрам, то оно в среднем стоит по республике, но по количеству донесений за 2024 год мы намного больше, чем в прошлом году. У нас такая работа. И, конечно же, кроме того, мы работаем по таким узким, по узким направлениям работы. Это и искусственное вызывание осадков, и сбор фрагментов ракетоносителя, или где-то водолазные отдельные работы. Это и ликвидация разлива нефтепродуктов на водных объектах. Поэтому в целом-то уходящий год для нашей службы был он, как обычно, тоже очень активный, прошло активной работе. Но в целом-то мы считаем, что все поручения, которые были направлены и были даны правительством республики, мы в целом выполнили. Один из активных эпизодов работы службы спасения в этом году – это весна, когда паводок коснулся Алёкминского и Намского районов. Как действовала служба спасения во время наводнения? Как я упомянул, паводок, да, он в целом вообще
прохождение самого паводка на крупных реках, это, конечно же, это наша река-матушка Лена, это и река Колыма, река Алдан. Оно в этом году прошло вообще с точки зрения гидрологии, оно очень интересно, но и разрушительно. Вот. Мы, ну, все специалисты, которые занимаются в этой области, гидрологи, инженера гидротехники, экологи, ну и те, кто сопровождают паводок, все помним о том, что от Улюкминска до устья реки Алдан паводок прошел за 1,5 сутки. Это очень редкое явление, когда и в ранние сроки, поэтому Балбады затапливал территории Намского района 16 населенных пунктов, в том числе несколько населенных пунктов очень, ну, так сказать, ну, в большом объеме, вот, на высоких уровнях. Поэтому, конечно, когда, значит, мы на увеличение пропускной способности реки Лена работали на устье Алдана, провели подрывные работы, и наши спасатели одними из первых выехали с нашим министром по делам гражданской обороны, работником нашего министерства и главным управлением с нашими коллегами первыми вышли в Намском районе на спасение людей. Вот. Это сплошная вода, это затопление, фронтальное затопление населенных пунктов, которые расположены в устьевой части реки Алдан и где вот как раз на реке Лена. Ну и сколько смогли, отработали. В целом ущерб достаточно большой. И вот как раз перед этим и такая же работа была проведена в Улюкминском районе. Но в Улюкминском районе это как раз вот такое протекание весеннего половодья мы встречали раньше. Он, по-моему, спустя лет 12-13 и повторился. На фарватере образовался затор, ну, на голове который стоял такое большое поле льда, которое и раньше, и в этом году не поддавался подрывным работам, и вся вода выходила на пойму реки Лена и затопила ряд населенных пунктов. Ну и там в этом году вот на территории Улюкминского района, на реке Лена, мы в этом году встретили каскад из 3 заторов, из которых 2 разрушили, а 3-й вот крайний он оставался. Поэтому в таком плане, ну, историческом, скажем, да, плане и с точки зрения изучения нашей реки, он был вообще, превосходил вот прошедшие годы. Вот. Ну, в целом, вот по паводку вот так. На реке Колыма в этом году мы ждали тоже очень серьезные заторы, но оно прошло нормально. А так, в целом, мы в составе оперативных групп Главного управления МЧС России начинаем от поселка Пеледуй, ну и завершаем поселка Черский. Это где-то проходит почти 1,5 месяца, поэтому территория республики, она огромная, реки, они разного происхождения, некоторая подпитка идет горной местности, поэтому всегда ежегодно мы встречаемся вот такими природными катаклизмами, как затопления фронтальные, как наводнения и так далее. Конечно же, хотелось бы, реки все прошли нормально, но, к сожалению, вот этого мы очень редко видим. В этом году интересная ситуация сложилась еще и с лесными пожарами. Ну вот последние 5 лет идут ежегодные вот лесные пожары, встречаем ландшафтные пожары. И, ну, наверное, самый пик прошло в 2021 году, после которого, значит, указом нашей главы республики Александра Сергеевича Николаева приняты ряд таких серьезных мер, после которого, значит, в нашей республике очень хорошо
упорядочено и выстроено, значит, все направления тушения лесных пожаров. И в связи с этим, вот касательно нашей службы спасения, на тушение ландшафтных пожаров у нас даже выделены штатные единицы, которые у нас сегодня занимаются и тушением ландшафтных пожаров. Но кроме того, когда пожар наступает на населенные пункты и оказывает угрозу, все выходим, и наши коллеги Государственная противопожарная служба, наша служба спасения. Наши спасатели в 2024 году 70 дней были на тушении лесных пожаров. Мы помогаем нашим коллегам. Это подразделением Министерства экологии, это Якутлесресурс, Авиалесохрана. Сейчас мы все вместе работаем, поэтому, конечно же, по первому зову, когда есть необходимость, наши спасатели выходят и стоят в строе вместе, значит, лесниками. Еще хочется спросить вас, Иннокентий Михайлович, про концепцию, потому что этим летом глава региона Айсен Сергеевич Николаев подписал документ о развитии и совершенствовании спасательных служб. Что там говорится? Конечно же, ну, мы считаем, что это победа, самая главная 2024 уходящего года, это подписание 11 июня 2024 года главы республики указа о развитии и совершенствовании аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других формирований на территории Республики Саха-Якутия. И в сентябре месяце, значит, вышло распоряжение председателя правительства Кирилла Евгеньевича Вычкова о утверждении мероприятий по исполнению данного указа до 2032 года. Это для нас большая победа, как я сказал. Ну и сегодня же все развивается, поэтому мы видим и, конечно, оснащаемся, но хотелось бы еще развиваться. И все наше развитие до 2032 года расписано вот в этих документах. И в распоряжении правительства, и указе главы республики. И мы в 2025 и последующие годы будем направлять все усилия на исполнение данных мероприятий, чтобы наша служба, она развивалась. И самое главное, служба своевременно реагировала и спасала наших жителей, и чтобы обеспечила комфортную жизнь жителей нашей республики. Это самое главное. Иннокентий Михайлович, еще раз позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.